Ценность и значимость долголетнего моего труда побудило одно интересное событие в моей личной жизни. И на протяжении 31 года я шел к сегодняшнему дню, чтобы ответить на один вопрос: кто я такой? И через призму ответа «кто я такой» я нашел ответы, кто мы такие, часть мировой цивилизации, часть такой многополярной и многоязыковой культурной среды Балкан, Буджака, Молдовы современной. Как нагайцы образовывали эти наши поселения? Большинство гагаузских поселений, в которых сегодня мы проживаем, были образованы нагайцами. Они здесь прожили 250 лет. Российская империя эти земли захватила, и этот народ расселила на 3 части. Большая часть ушла в Османскую империю, средняя часть на Северный Кавказ, Краснодарский край, Молочные воды, а меньшая часть ушла в Крым, в Крымское ханство, к хану Гирею. И каким образом дается в этой книге ответы на вопросы, каким образом гагаузы оказались здесь, в Буджаке. Мифы существовали, и очень много их было в отношении исторического прошлого. Но наличие документов развенчивает миф и ставит все на свои исторические места. Гагаузов никто из Добруджи в Буджак не переселял. С начала боевых действий 1768 года появляются первые гагаузы-беженцы из зоны боевых действий. Война шла на протяжении 6 лет. В 1974 году заканчивается война, и большое количество переселенцев поселяется на земли боярина молдавского Бальша, при котором был управляющий Стурза. Они образовывают там 4 поселения гагаузских: Менжир, Орак, Чадыр, Томай. И они прожили там почти 50 лет. Нагайцы отсюда были расселены, и наши предки начали заселяться в покинутые нагайцами селения. И только спустя 7-8 лет обрели статус колонистов по закону 1819 года. И Бальш долгое время судился с Российской империей, просил, чтобы они вернули ему переселенцев гагаузов, потому что Бальш стал одним из богатейших людей этого региона. И в его сохранившихся архивных публикациях о гагаузах есть очень хорошие, добрые слова, что это трудолюбивый народ, что это очень порядочный, честный, нет воров, пьянства. И вот таким образом